Поскольку переселение чеченцев в пределы Османской империи в 1865 году обрастает различными домыслами и мифами, полезно будет ознакомиться с реальными статистическими данными, связанными с этим трагическим процессом. Прежде всего отметим, что российское правительство заранее озаботилось тем, чтобы создать необходимые условия для переселения чеченцев в Османскую империю. По свидетельству Берже, после поражения в Кавказской войне и начала строительства на конфискованных у чеченцев землях казачьих станиц, все население Чеченского округа, состоящее из 81 800 душ, стеснилось на пространстве 76 квадратных миль. Таким образом, на каждое семейство приходится в аулах от 5 до 10 десятин, то есть не более 2 десятин на душу. При такой тесноте не только развитие хозяйства, но даже существование народа не может считаться обеспеченным. Создав в Чечне страшный земельный голод, российское правительство начало среди населения агитацию, побуждая людей к переселению в Турцию. Предварительно посол России в Турции, граф Игнатьев, добился согласия Порты принять 5000 чеченских семей и взял у турецкого правительства обязательство, что они будут расселены максимально далеко от российских границ в районе Алеппо. Подготовив таким образом почву для этой массовой акции, российское правительство приступило к ее осуществлению. Главная роль в агитации чеченцев к выселению была отведена Мусе Кундухову, осетинскому алдару, служившему в российских войсках в чине генерала-майора. Помощниками своими он уговорил стать знаменитого наиба Сайдуллу Гехинского и Али Цугова, главного карабулакского старшину. Сайдулла и Али Цугов заставили Мусу Кундухова дать клятву на Коране, что и он сам со своим семейством переселится в Турцию. Кундухов охотно присягнул в этом, так как перед этим уже договорился с русским правительством, что оно выкупит его землю и дом за 45 000 рублей серебром и даст ему сверх этого еще 10 000 рублей для проведения агитации. После того, как Кундухов присягнул, клятву уйти в Турцию дали наиб Сайдулла и Али Цугов, но Али Цугов умер еще до начала переселения. Переселиться в Турцию изъявили желание почти все карабулаки, орстхоевцы, 1500 семей. Берже отмечает, что в земельном отношении их положение было самым стесненным в Чеченском округе. Что касается собственно чеченцев, то среди них покинуть родину согласились 3500 семейств. Эти 5000 семейств насчитывали 22 491 человек. Берже отмечает, что это количество составляло на момент переселения 20% от всего чеченского племени. Турки настаивали, чтобы чеченцев к ним переселяли не всех сразу, а маленькими партиями. Поэтому все мухаджиры были разбиты на 28 партий. Первая партия вышла из Владикавказа 28 мая 1865 года, а последняя – 16 августа. По пути российское правительство обеспечивало переселенцев бесплатным сеном для скота и лошадей, дровами на привалах и выделяло телеги нуждающимся. При движении от Владикавказа до турецкой границы не было зафиксировано ни единого инцидента с участием переселенцев. Российское правительство потратило на эту акцию 130 582 рубля.